Друзья, всем привет! Вы смотрите Nice Day подкаст, и сегодня у нас в гостях генеральный директор клуба Дартим Бауржан Уталиев. Бауржан, привет! Привет всем. И обновленный во всех смыслах этого слова главный тренер Дартим Эдуард Базров. Эдуард. Всем салам алейкум. Приветствую. Эдуард, поздравляем тебя с назначением. Хочу сегодня поговорить и об этом, и вообще о изменениях в зале. Мне уже успел рассказать Фаниль на другом подкасте о том, что у вас новая концепция. Он подробно не рассказывал, просто рассказал, что теперь будет какой-то более профессиональный подход. Хочется поговорить об этом, о грядущем бое Асол Мабаева, также поговорить о нынешней и форме, и нынешних планах Шавката Рахмонова, потому что сейчас будет разыгран пояс в его весовой категории. Тем много. Хочется поговорить о них всех. Давайте начнем с концепции. С кого первого начать? С Эдуарда. Эдуард, новая концепция зала Дартим. Расскажи про нее. Я так понял, что на какие-то профессиональные рельсы вы пересаживаетесь. Во-первых, всем ассаламу алейкум. Еще раз, спасибо с поздравлениями. То, что меня назначили главным тренером. И как меня назначили главным тренером, надо менять перестановки в лучшую сторону, свое видение реализовывать. Поэтому, во-первых, я заселился с ребятами в наш зал. Теперь это будет называться Академия ММА. Мы собрали 17 человек с нашей же команды, которые более достойны жить, тренироваться, соблюдать режим и готовиться к важным стартам, на которых это сердцевина нашей команды, молодые ребята, на которых будет делаться ставка в будущем. Поэтому поменялся полностью план работы, вплоть до времени тренировок, вплоть до каких-то моментов, связанных с тем, что мы уже выезжаем в другие залы, уже с другими залами начинаем совместную работу проводить. К нам приезжают, приглашаем другие команды. Поэтому сейчас у нас развитие в сторону того, чтобы мы уже обменивались опытом с другими командами, которые сейчас есть в Алмате. Мы их хорошо знаем, там очень тоже хорошие ребята. Поэтому, чтобы не вариться в одном котле, мы решили использовать тактику уже совместной работы. И сейчас мы на сегодняшний день работаем с командой плотно уже САК Про Тим. В дальнейшем у нас наметки есть работы и с грэплерами, с КТТ. С борцами мы так и так работали. Шанрак, у нас там сборная, с ними 1 раз в неделю тренируемся. И по тренировочному процессу, уже чуть-чуть немного у нас, концепция поменялась, поэтому мы уже тренировки проводим более заточенные под наших лидеров. Это Асол Мабаев, Шавкат Рахмонов. То есть у нас есть 2 лидера. Это Фаниль Рафиков, тоже в их числе. И мы уже строим план работы, и уже за лидерами уже основная команда наша уже идет и готовится тоже к определенным стартам. Почему? Потому что у меня из моего опыта есть очень большой, огромный опыт, то, что у нас вообще в Осетии появилась эта концепция клуба, этой академии. Мы эту концепцию с Хаджи Муратом сюда привезли, 50 человек собрали, эту историю я уже рассказывал. Поэтому это очень хорошее дело, это очень хорошая система. Поэтому эту же систему сейчас мы внедряем в рамках нашей академии ММА. Уже начнем пока что с зала. У нас есть возможность, чтобы там ребята жили, проживали, питались, тренировались. И в последующем, скорее всего, мы эту концепцию перенесем в другое место. Но это, как говорится, с помощью Всевышнего. Мы хотим показать свою работу, а в дальнейшем уже, как решит руководство, уже будем стараться, чтобы уже мы, как только мы покажем достойный результат, а достойный результат – это быть лидерами хотя бы в Казахстане, мы уже перейдем уже на более серьезные условия какие-то, потому что уже этого не будет нам уже хватать, нам надо будет уже что-то другое делать, поэтому я думаю, что это у нас получится в скором времени. Это единственный в Казахстане на сегодняшний день такой проект, поэтому начнем с малого, а там посмотрим уже, как будет. Поэтому надеемся, что будут хорошие результаты при таком подходе, при такой системе, при такой поддержке руководства. А сколько ты закладываешь для получения результата времени? То есть 4 года.
4 года уже мы увидим, что какое-то количество побед у бойцов? Или вот, ну, как ты видишь этот результат? Я в течение 4 лет, моя цель, что из молодых ребят наших кто-то попал, во-первых, в самую сильную лигу мира, это UFC. Есть Bellator, есть лиги, которые чуть, конечно, послабее, но все равно они тоже на достойном уровне. Это и One FC, это и Brave, это Warriors, это такие организации, которые можно использовать как трамплин в такие организации, как я уже упомянул, это UFC, это Bellator. И вот не через 4 года, а в течение 4 лет наша задача вместе с руководством сделать так, чтобы у нас было не 2 бойца, а UFC как минимум 4-5. Угу. Буржан, как вы 17 человек отбирали в академию? Мы отбирали в академию, исходя из тех ребят, которые вот у них турниры, это то есть полный состав Гран-при, это вот парни, которые в Семипалатинске будут биться, у Айдына Кудек, например, бой в июле в октагоне. 2 парня бьются за пояса в октагоне. Ну, исходя вот у кого турнир есть в ближайшее время, из числа них мы концентрировали внимание на этих парней. То есть там будет какая-то ротация, там сейчас 17 живет, потом кто-то там 3 человека уйдут оттуда и поменяются на других 3, или как будет происходить? Не, основной состав будет всегда там жить. 10 человек, 12 человек будет всегда там жить. Помимо того, как будет сейчас Гран-при пройдет, гран-причникам чуть дадим отдохнуть, но из гран-причников это они и есть наша молодежь, они и есть на кого мы ставим ставку. То есть 3-4 человека мы можем делать ротацию. Кто-то, к примеру, кого-то я отсею, к примеру, там, кто-то не будет соблюдать режим, дисциплину, мы их отсеем. Такое тоже бывает, но такое будет по-любому. Кто-то там по каким-то причинам семейным может отсеяться. Поэтому на сегодняшний день 17 человек есть, и эти 17 человек пока что вот те, на которых идет ставка. И со временем, если кто-то будет достойнее, если кто-то будет целеустремленнее, или кто-то будет, на наш взгляд, достойнее жить в стенах этой академии, мы будем менять тогда. Это зависит, должен каждый за свое место держаться, каждый тренироваться и к цели идти своей, потому что у нас есть цели, люди, которые нам не по пути, они будут отсеиваться, потому что не каждый выдержит это все, потому что жить постоянно в одном месте, тренироваться, соблюдать режим, тренировочный план, это все очень тяжело делать, поэтому на сегодняшний день есть такие люди, которые уже отсеялись, понимаете? Мы не будем за них говорить, они отсеялись уже, даже вот как только мы начали, уже от этого серьезности всей, вот этой уже пару человек отселось. Поэтому останутся самые сильные, и на этих самых сильных будет ставка в дальнейшем. В принципе, сейчас я уже вижу, кто будет из них биться, кто не будет. Просто, каждому надо давать шанс. Мы каждому даем шанс, поэтому мы будем надеяться на то, что те, которые вот сейчас, ребята, они чуть несерьезно относятся, они могут перестроиться по ходу и начать заниматься и показывать достойные результаты. Потому что вся наша подготовка и весь наш результат зависит от того, как мы будем готовиться. Дружно ли мы будем, вместе ли мы будем идти к одной цели. Если будет лебедь, рак да щука, то работа у нас не пойдет никуда, не будет на одном месте стоять. Поэтому все зависит от каждого человека в нашей команде. Угу. Окей. Мне что интересно по вот этой вот концепции, очевидно, что ребята там средний возраст, наверное, 20, да? 20. До 20 лет, да. Есть постарше ребята, конечно, 22-23 года, но средний возраст до 20 лет, да. Откуда им брать деньги вот на существование на какое-то? Или там вот все, еда, жилье им будет оплачиваться, все остальное парню, который хочет там стать, не знаю, каким-то выступающим бойцом, не нужно? Так? Это вопрос к нашему директору больше. Они нам создают условия. Те ребята, которые готовятся, они питаются полностью на правильном питании, сидят за месяц, за 25 дней до соревнований. Они ничего не платят за проживание. Поэтому может Буржан рассказать. Они обеспечиваются питанием, потом для укрепления мышц сердца есть препараты, которые там помогают легко восстановить спортивное питание. То есть этими
этими элементами они, бойцы, обеспечиваются. Ну вот условно человек хочет там где-то работать, у него не получится, правильно? Ведь параллельно работать и жить там и тренироваться. Есть ребята, которые живут там, которые платят там минимальную сумму, они пока никуда не готовятся, но они есть в этом списке. Мы им предложили, вы работаете, мы понимаем, у вас семья, и вы можете выбрать тренироваться вам по... У нас же индивидуально с каждым план работы в команде. Представляете, вот столько людей, есть общий план работы, а есть индивидуальный. К примеру, Казбек Саган, он работает, у него семья, у него ребенок родился. Ну, под него план работы другой мы сделали. К примеру, мы ему сказали, 1 раз в день пока тренируйся, восстанавливай травму, сейчас после операции. Работай, 1 раз тренируйся, выбери утром или вечером. Мы ему дали, вот с руководством посоветовавшись, ему дали вот такой вот план работы. Есть еще ребята, которые... Вот у нас еще есть Айбек такой, Айбек Булатов, очень хороший парень. Он тоже работает, содержит семью, как бы он старается, все. И мы ему, чтобы он не напрягался, мы ему сказали тоже 1 раз в день ходи. И сейчас посмотрю, он уже и 2 раза где-то ходит в день. Такой, он уже... Свободу когда даешь человеку, не напрягая, он уже понимает то, что он нужен команде, он начинает уже 2 раза тренироваться и готовиться куда-то. И надо настрой давать ребятам, надо давать им понять то, что они такие же люди, как и те чемпионы, которые в UFC. Они ничем не хуже, не лучше. Это они должны понимать, тренер и руководство должно исходить то, что они могут. И когда они это понимают, и когда у них есть свобода, то есть они не в каком-то таком положении, вот ты должен сделать. Ну, кто не хочет, он не будет делать по-любому. Поэтому к вашему вопросу возвращаясь, индивидуально на каждого у нас есть план. Кто-то работает, мы идем навстречу. Кто-то учится, мы идем навстречу. Поэтому учеба – это неотъемлемая часть нашей жизни. Это по-любому надо. И учиться надо, и родителям помогать. Мы это все понимаем. Поэтому мы гибкие в этом плане. То есть мы не говорим, вот все, делай все. А ребята, которые 17, они уже сказали, вот все. Мы собрались, мы им объявили, что они в академии. Они сказали, все, мы вот будем там жить. В субботу вечером можно домой там поехать. Ну, конечно, в субботу вечером можно домой поехать. В воскресенье вечером они приезжают, заселяются, и опять продолжается работа. Но я хочу сказать то, что многие хотят сейчас туда. Вот из вольной борьбы ребята, ММА, мне очень много ребят пишут, очень хороших, они хотят перейти к нам в клуб и тренироваться именно вот по этой схеме, потому что другого варианта нету. И если вот с Божьей помощью мы будем так работать, то очень быстро мы добьемся результата. Почему? Потому что мы будем работать так, как никто не работает. Но невозможно у молодого пацана телефон забрать 10:30. Невозможно, чтобы он утром каждый день в 8 встал, чтобы он вовремя поел, чтобы у него тренировочный процесс уже расписан был, чтобы его повезли на тренировки, привезли, чтобы у него был зал, в зале жил, вышел сразу с тренировки, ехать в пробках не надо. Поэтому эти маленькие преимущества в последующем приведут к тому, что мы будем на голову, на 2, на 3 выше, чем другие клубы, пока что в Казахстане. А потом на мировой уровень, чтобы выйти, это там другая уже работа будет, другой план, другая система. Поэтому на сегодняшний день наша задача пока в лидеры встать в Казахстане, а потом уже дальше будем двигаться к таким по определенным целям, по определенным соперникам, по определенным лигам. Поэтому сейчас пока что вот мы начали, вот сколько мы 4 дня только как начали работать, и я надеюсь, что мы будем развиваться, только это правильное направление. И ребята чувствуют, что за ними начали более пристально, внимательно следить, за них переживать, за их результат, заселяют, контролируют. От руководства есть хорошие поощрения. Поэтому на сегодняшний день я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Это мое видение, это видение руководства, это Бауыржана, это наших руководителей. Поэтому со мной, как бы, наверное, многие согласятся. Поэтому мы вот так дружно вместе будем тренироваться и достигать своих целей. Тебе что добавить? Нет, после такого нет, нечего добавить. Но у меня еще есть вопросы. По поводу отнимания телефонов. У нас совсем недавно был Али Батрудинов в студии на нашем подкасте ПХЗ с Фанилем Рафиковым. И Али как раз рассказал, что в 10:30 все должны сдавать телефоны. То расскажи немножко про вот этот вот шаг, насколько охотно идут молодые ребята отдавать в 10:30 телефон. В 10:20 уже все телефоны у меня на столе. На авиарежиме стоят, выключены. Они сами приносят, сами сдают. Я вчера зашел без 20:11 к ним. Ну, то зашел, думаю, заглянул. Думаю, может, свет там горит, там, может, общаются. Нет, все темно, все спят.
Утром я их сам бужу. Просыпаются на зарядку. Выходим, мы зарядку, что мы прогулку делаем, там по району у нас такой там хороший круг получается, там такой частный сектор, и мы вот прям деревья, зелень, проходим, общаемся там, кто-то что-то, у кого-то там, вот сегодня Булат Заманбеков говорит, до работы надо съездить. Прогулка была у нас, сегодня у нас по расписанию, по плану, потому что вечером спарринг, я хотел чуть кислородом подышали, они вот у нас на базе есть же, вот на Дарфите, там площадь такая, там прогулялись, он говорит, мне на работу надо, конечно, на работу уезжай, все равно тренировки, говорю, утром нет, поработай, вечером на спарринге приезжай. То есть, я еще раз повторяюсь, кто хочет работать, я их вижу, кто не хочет, я их тоже вижу, понимаете, но каждому всегда дается шанс, шанс исправиться, шанс начать снова с чистого листа, поэтому телефоны с удовольствием сдают. Я же говорю, ребятам нравится у них контроль. Не по 2 случайно? Не по 2 случайно? Не, а что по 2? Они сами себя обманывают. По 2 было у меня в академии. Так, я же говорю, когда мы начали работать здесь Хаджимуратом, я за первые 2 недели 22 человека выгнал. То есть в номер был 3 человека жило, телефон не сдает, весь номер уходит. Никто не виноват, тоже уходит, понимаете? Поэтому, если так будут делать, тогда, другие же есть ребята, которые хотят заселиться. Те же борцы есть, которые хотят заселиться, жить просто рядом со мной, находиться, чтобы я их вел тоже. Поэтому я же говорю, им нравится контроль. Им нравится. Если ты их не контролируешь, они тоже расслабляются, они тоже обижаются внутри. И поэтому, сейчас ребята, которые там, они мне очень сильно нравятся. Они осознают. Я им и до этого говорил, они говорили мне всегда, когда вы заселитесь, когда вы с нами будете жить, когда будет контроль, мы не можем этот телефон убрать, это трудно, если вы были бы, мы вместе бы. Дело не в телефоне даже, дело в том, что человек осознавал то, что это ему надо. Я думаю, что ребята, которые сейчас там есть, они все осознают, и они все понимают, куда они идут, они понимают, что они в одной из самых сильных команд в мире. Это наша задача, чтобы Dart-Team стал одной из самых сильных команд в мире. И для этого надо приложить очень большие усилия. Для этого нужны профессионалы и команда, которая это все понимает, единомышленники, которые живут этим. Так не получится зайти в воду и не намокнуть. Надо будет зайти и отдать, и много чего сделать, чтобы добиться определенного успеха. Мы к этому идем. Иншаллах, у нас все получится. Я думаю, что важный вопрос, как можно сейчас попасть в эти 17 человек, или пока там кто-то не вылетит, там человеку с улицы, кто-то сейчас тоже послушал нас, такой думает, все, я хочу к Эдуарду, как ему попасть к тебе? Вчера ко мне, я же говорю, мне много пишут, вы даже знаете, я даже просто не хочу бойцов, говорят, они очень знаменитые в Казахстане, да и, не в Казахстане, в СНГ, они хотят прийти к нам и заниматься, и жить. И по каким-то определенным моментам им неудобно это пока сделать. Со временем это все будет меняться, они будут уже говорить, приходить, проситься. Выживает сильнейший, у нас академия, я перебью Эдуарда, создались эти условия, да, то есть от нашего лидера, основателя, там хорошие условия. Мы понимаем, что мы не можем туда каждого, есть условия, давай, заходи, тренируйся, такой график, режим. Нет, туда тоже попасть нелегко. Попасть? Ты должен показать, понимаешь, мы должны... ты пришел, ты же с улицы не придешь же к нам. Ты придешь боец с определенным рейтингом, да, с топологи. Сейчас мы посмотрим. Тоже тогда теперь беру, Эдуард перебил. Мы с Фанилем позавчера, как раз когда записывали Али, пошли в магазин, я обед себе покупал. И парень подходит, говорит, я вас знаю, он говорит, хочу тоже быть бойцом. Он говорит, у меня есть там бэкграунд небольшой, я выступал там в Алашпраде, по-моему, он сказал, выступал. Он говорит, я хочу с вами, тренироваться. И говорит, как мне попасть в Dart-Team, академию. Фаниль ему дал свой номер, не знаю, позвонил он ему или нет. Парень так. У нас, то есть в Тугисе, я не знаю, в карте, Dart-Team, в Инстаграме у нас там есть тренировки для любительской группы. Каждый день в 19:30, кроме воскресенья, наши тренера, которые тренируют и профессионалов, они также тренируют, передают свой опыт любительской группе. Молодежи, студенты, где-то работают парни, там даже взрослые мужики ходят, которые в 90-х, там в свое время, да, в боях без правил, жек-пежек, когда только выходили в 90-е, там есть мужик один, со своим сыном тренируется. Даже в парах стоят, они спаррингуются. Отец и сын. Всегда прикольно и приятно за ними наблюдать. Они, то есть, приходят в 19:30, сдают в кассу деньги, получают абонемент трехразовый, там, каждый день они могут ходить, у нас там абонементы подразделяются, тренируются, показывают результаты, и именно тренера видят в них
какой-то там талант, стремление, навыки, какая-то база у него уже есть. И, соответственно, они принимают решения сами на своем уровне. И боец должен сказать, вот, я бы хотел с вашими профессионалами тоже тренироваться. Они же примерно знают, что это Ван Дам, Фаниль, Хазбек, Асу, Шавкат. Они говорят, можно к вам вот в профессионалы? И тогда они уже принимают решение, там, можно ли уже его переводить. У нас 2-3 бойца есть, которые с любителей пришли. Шах, Расим, Ислам, Амир Асланов, да, хорошие, талантливые парни. Айдар Жамалов, которые с любителей уже с профиками. И уже они в этой академии живут. Понимаете, то есть все возможно. Главное вот стремление. И потом там какая-то должна быть конкуренция здоровая, правильная. Мы смотрим на все аспекты, на его дисциплину, на его талант, на его трудолюбие, исполнительность, контакт, как он с тренерами, как он в коллективе, как он с руководством складывает отношения. Ну, так, когда ты правильный парень, умеешь правильно разговаривать, субординация есть, определенная жилка такая, понимаешь, еще там лидерские качества, почему нет? Пойдем в команду, но пока заплати. А когда мы будем видеть, что ты реально предан этому делу, вот тогда ты часть нашей команды, мы подписываем с тобой контракт, тебя ведут тренера, ты выступаешь на каких-то любительских турнирах, мы будем секундировать, помогать тебе, а потом уже будем искать тебе бой. И уже у нас такие есть талантливые парни, которые вот по любителям мы ходили, их секундировали, смотрели, а сейчас он, дай Аллах, поедет. То есть тот же Мирзаев Расим, он в Алмате выступил, помните, да? Выиграл хорошего спортсмена. Сейчас он, Биурца, поедет в июне в Семипалатинск. И тоже будет с представителем там Восточно-Казахстанской области биться. Вот так. Просто любителем был. Просто любителем начал там в 17-16 лет. Сейчас он уже такой чемпионский пояс, он в воскресенье взял в Сахпромтиме. Угу. Давайте теперь поговорим про выступление бойцов Дартим на совместном турнире Fight Nights. И Найза выступил 3 человека. Самое интересное. Да, начнем по порядку. Как раз первым выступал Гамлет. Гамлет. Что ты говоришь? Не знаю, почему я постоянно говорю Гамлет. Ты даже в интервью говорил Гамлет. Да, Гамлет. Ван Дам просто. Довольны? Гамрат. Довольны выступлением, Эдуард? Я всегда же говорю, наша задача, чтобы мы победили. Нам нет разницы, это будет удушением или болевым, или там досрочная победа какая-то. Подняли руку. Конечно, есть много моментов, на которые мы еще должны работать. Но, в принципе, в целом боем я доволен. Конечно, сейчас только что он мне звонил, как я сюда ехал. Он говорит, хочу начать тренироваться, уже он мне сказал. А ты ему дал время после боя? Мы даем 2 недели. Вот мы в команде, вот с руководством мы поговорили, с пацанами. 2 недели хватит для молодого пацана, чтобы он 2 недели отдохнул, а потом начал по одной тренировке делать. Там легкие тренировки там, или физподготовку. Просто мне Фаниль сказал, что уже в понедельник был в зале. А в понедельник Фаниль сразу приходит, Асу сразу приходит. Они сразу приходят на тренировки. Шавкат тоже сразу приходит, кстати. Потом приезжает, потом приходит, походит, а потом, понимаете, ему не вариант тоже. Он туда-сюда, и какое-то время его не бывает. Но он, как он сам есть, он любит тренироваться тоже. Так же, как Ясу, так же, как Фаниль сразу на следующий день пришел, велосипед крутил, говорит, не могу дома, мне надо подпустить, чтобы чуть-чуть живым себя чувствовать. Поэтому 2 недели, и пацаны 2 недели, 80% 2 недели не отдыхают. Не выдерживают, возвращаются. Да. Вот сейчас, последнее время, они сами звонят и говорят, их не надо искать. Они возвращаются, они понимают, что и Ван Дам понимает, что это место, которое у него там есть сейчас в академии, оно не будет без него долго пустовать, мы можем кого-то туда заселить, а потом кто-то может там остаться, и может получиться так, что сказать, Ван Дам, у тебя же есть откуда ехать и где жить. Пусть пацан поживет, который пока ему негде, а потом с тобой, он выйдет, а потом это уже, понимаете, это уже не то. С одной стороны, это несправедливо, с другой стороны, может так получиться, что на твое место птичка улетела, место загорело, поэтому он мне сейчас позвонил и говорит, с понедельника я начну тренироваться. Там он настроен, он понимает, он все прекрасно понимает. Я с ним поговорил. Вещи есть, которые мы сейчас не будем говорить, конечно, но надо работать, очень много работы. Мы знаем, в каком направлении нам двигаться. Не надо всегда выбирать в бою узкое направление. Это ММА, надо использовать все варианты, которые есть. В одно упираться, потом перестроиться невозможно.
Понимаете? Поэтому будем работать совместно. Я еще раз говорю, есть у нас огромный опыт, есть тренера хорошие очень. Сейчас и Ураз, и Вадим, они сейчас, я смотрю, и вот я уже вижу вот сейчас в бою то, что наши ребята уже показывают то, что они дают на тренировках. Сейчас у них полная свобода, они тренируют, они тренировочный план ставят так, как они хотят, так, как они видят. И уже ребята, я вижу, они уже и с ребятами по-другому, и ребята их по-другому слушают. Поэтому будем работать. У ребят, я еще раз повторюсь, есть все условия, все рычаги для того, чтобы стать лучшими не только в Казахстане, но и в мире. Потому что хотелось бы, конечно, видеть молодых ребят уже за рубежом, которых мы вот в этой академии воспитаем. Как оценишь из 10 бой Гамлета? 7. Да, я считаю, что он способен на большее. Соперник был, конечно, очень хорош. Подготовленный. Выше, длиннее руки, ноги такой. Ну, он тоже под Гамлета, он готовился. Но Гамлет, исходя из сложившейся ситуации, он очень правильно вел, как нужно, я считаю. Конечно, он может большего. Где-то он слушал, где-то подсказки главного тренера он не делал так. Я видел, что Эдуард нервничал, что он там не заходил за спину, еще какие-то моменты. Но в целом выиграл. Поздравляем его, обрадовал. Очень соперник был вообще непрост. Так что есть над чем работать. Выиграли, молодец. Угу. Поздравляем, отряхнули руки, и вот все, дальше надо пахать, ему есть над чем работать. За ним вот внимание, Камиль Гаджиев его подчеркнул, да, что хороший, действительно, реально такой пацан. Угу. Прям заряжен. Я считаю, что ему сейчас нужно еще больше пахать, потому что соперники будут еще с каждым разом там лучше и лучше. Я думаю, Камил еще это сделал из-за лезгинки. Возможно. Видно. Возможно, да, он так это оценил. тоже хорошо влияет на картинку. А это он сам, да, придумал? Да, это он сам придумал, он позвал этот ансамбль, ребята и знакомые его. И вот красиво получилось, запоминать. Очень эффектно, да, эффектно он вышел. Мне многие ребята звонят, ой, как красиво нам, как на концерте типа мы побывали. Да, эффектно, да, и для Нозы, и для Fight Night, и вообще для шоу такое, да, сопровождение. И еще как они грамотно к месту было. Есть же, когда не сочетается какое-то что-то, картинка, а это прям зашла. Я ему говорю, что будет? Это сюрприз, он мне говорит. Ты тоже не знал? Да, до последнего. Они в раздевалку куда зашли. Там толпа в раздевалку зашли, и мы потом мы поняли, это сюрприз, я хочу сюрприз сделать, можно сюрприз. Я говорю, ладно, настраивайся на бой сюрприз, что будет, то будет, там, кто с тобой выйдет там. Это заряжает, конечно, у себя дома сидит отец, группа поддержки, там, азербайджанская диаспора. Это дает, наверное, силу тоже дает, духа дает. Группа поддержки мощная, секунданты угловые. Так что молодец. Али Бадрудинов очень уверенно прошелся по Нургали Нургайпулы. Есть ли у тебя мысли вообще, с кем драться в Найзе? Потому что, показал прям уровень. Нургали в 2022 году показал лучший бой года с Олжасом Абзалиевым. И Олжас сейчас чемпион в 93. Вот, и как будто что... сложно представить кого-то прям серьезного для сейчас Батрудинова. Начнем с того, что Али написал мне в Инстаграме первому и попросился к нам в клуб. А это давно было? Это было год назад. Может, чуть больше даже. Год и 2 месяца примерно вот так. Он написал, я говорю, ты кто там? Он туда-сюда, я там по ММА выступал, там такое-то, такое-то там. Я говорю, приходи. Пришел, познакомились. Вначале у нас со спиной чуть проблемы были. Что-то спину он потянул. Так мы его не видели, так на первых тренировках. Но я понял, что парень серьезный, такой целеустремленный. Тоже он, школа хорошая. И в детстве там пару лет на борьбу ходил. И в школе Абдулманапа он тренировался. Нурмагомедова. Поэтому видно, что ММАшник такой хороший. И потом, впоследствии, как начали с ним работать, он проявлял себя очень хорошо. Дисциплинированный, уважительный, спокойный. Такой, вообще,
Никаких претензий, никакого замечания за все это время, сколько он в нашем клубе, сколько он работает, не было ни разу. Тренируется, никогда не пропускает, соблюдает режим, сам ходит, с пацанами дружит, самое главное, командный, не такой, не закрытый там какой-то. То в то же время Нургали у меня тоже на базе практически 3,5 года он жил у меня там в парке Горького, когда академия была. Вот эта академия, которая есть, лучшие результаты он показал оттуда. Стал дважды чемпионом Казахстана, 2 раза на мире боролся. В Астане за 3-е место проиграл, 5-м стал. Еще боролся на мире. Поэтому он как спортсмен, как человек, и он очень хороший. Мы с ним очень дружим, общаемся. Я у них дома был там, у Нургали. Семья очень такая великолепная, настоящий такой казах, воспитанный, все. Но это спорт. Мы готовились. Я как тренер какие-то заготовки тоже и подсказывал этому Али, и настраивал его по-своему. Поэтому некоторые люди, скептики, они говорили мне, ему еще рано, он еще не такой опытный, Нургали намного сильнее него, намного мужественнее, как бы здоровее, там, опытнее, поэтому... Но я как бы вижу Али, я всегда говорил и говорю за него, что у этого парня большое будущее. То есть на тренировках он не такой. Есть спортсмены, которые на тренировках, они, вот тот же Асу, тот же Шавкат, они такие, какое-то положение будет, они станут там выкладываться прям, чтобы прям вот что-то доказать, да, они где-то там не доработают чуть-чуть. Это видно бывает. Поэтому Али из таких парней. И вот я хочу заострить на нем внимание, что я говорю, что у этого парня большое будущее. При одном условии, если он будет работать так же. Не расслабиться, будет жить в стенах академии, будет тренироваться. И мы не спешим. Вы сказали сейчас за Олжаса. Пока с Олжасом у нас таких планов нету. Мы сейчас пока что в Гран-при должны показать. Там тоже неплохой соперник, тоже с Дагестана. Очень хороший парень. Мы не скидываем никого со счетов. Сейчас скажут нам число, точную дату финала. Алишку там еще... Посмотрим, как он выступит, как он себя проявит, как он подготовится. А уже дальше будем строить планы. Такая звездочка, которая в Найзе засветила в этот вечер, это очень хорошо. И для организации хорошо, потому что с этой организацией этот человек... Или именно Али Батрудинов, иншаллах, может выйти в очень серьезную организацию. Это будет, я думаю, один из тех людей, про которых я говорю. 3-4 человека в течение 4 лет, я уже говорил вам, которые могут заявить о себе уже за рубежом. И к 30 годам он может стать очень сильным бойцом. Топовым бойцом. Угу. Баурка, оценка из 10? 8. Почему не 10? Я считаю, что ему есть еще там вопросы бокса с ручками. Вот сегодня, позавчера я пересматривал бои каждого, анализировал со своей точки зрения, кому что нужно дорабатывать. Завтра в понедельник будет у нас Вадим вернется, будет собрание, совещание, мы подведем итоги. Будут целеуказания каждому тренеру по моему плану, кому что, над чем работать, что пропустили, что упустили, следующий турнир, цели, стратегия, планы на этот месяц, на этот квартал до финала Гран-при, на 2024 год в целом. Нужно правильно планировать, и надо пересмотреть опять нам эти бои, что поправить Фанилю, что подтянуть Али, над чем работать с Гамлетом. И нужно оценивать и правильно анализировать. То есть мы не можем сейчас расслабиться, выиграли, все, поплыли. Нет, надо обратно собраться, в кучу все начали, и уже какие были минусы в боях, насколько я вижу, я посоветуюсь с тренерами, мы пересмотрим и будем над этим работать, чтобы быть лучше. Сейчас там за нами внимание пристальное. Есть чемпионский пояс. Бьются у нас 2 чемпионских. Их нужно защищать. Как защищать? Где следующий пояс? Какой путь у Али? Что по Гамлету? Где Акули быть сейчас?
как Булат Заманбеков, история с Гран-при. То есть, ну, есть такие моменты, что я считаю, ну, каждому, я не могу сказать, из 10 10, никому не могу так сказать. У каждого есть свои и плюсы, и минусы. Угу. Давайте теперь про человека, в чей фан-клуб выступили, судя по футболкам одинаковым. Это Фаниль Рафиков, чемпион 2 организаций одновременно, Fight Nights и Найза. Давайте про его бой поговорим. Как он? Ну, про его... Никто не верил, кстати, в Фаниля, вот, видимо, кроме тренерского штаба. Ну, я скажу так, сейчас уже, которые люди говорят, которые не верили, и которые вообще 80%, которые были, которые все говорили, что этот час, они уже, конечно же, забыли то, что говорили, потому что бой уже прошел, до боя были другие эмоции. Я всегда говорю, ближе к бою уже шансы уравниваются у бойцов, поэтому... Конечно же, сейчас они уже ничего не говорят, сейчас поздравляют. Те, которые ребята не верили, сейчас уже верят, это хорошо. А то, что Фаниль великолепный бой провел, лучше в своей карьере, лучший на сегодняшний день. Но еще будут такие бои у него великолепные, потому что мы знаем, как нам готовиться к таким боям теперь уже точно. От А до Я, какие нам... Я вот свое видение полностью реализовал в Фаниле вот на этот раз полностью. Вот, начиная от физподготовки, все середина, это была середина, как говорится, пирога, это была сетя-сбор. Вот это опять же без нервов, налегке, да, налегке, хорошие люди рядом, хороший клуб. Кстати, Арсу, пользуясь случаем, хочу клубу нашему Иналу, Гене, спасибо большое сказать от души, потому что очень тепло приняли, как своего сына они Фанили. Мы же уехали с ОСУ потом, он же еще неделю там пробыл, и вот вообще вот они индивидуально с ним работали, поэтому большая заслуга тренеров, которые в Осетии это все делали, помогали. Поэтому сейчас уже говорить о том, что там кто-то верил, кто-то не верил, смысла, наверное, нету. Все доказали в 5-раундовом противостоянии, подняли руку нам, поэтому в первую очередь мы благодарны Всевышнему за то, что все победы и поражения от Всевышнего, и уже люди, которые рядом, которые верили, которые вкладывали, в том числе руководство и Боржан, я ему объяснил, я ему правильно преподнес, и он сказал, все, если это так, то мы идем полностью на 100% навстречу. Все билеты купили, весь сбор полностью оплатили, витаминизация, все, что нам надо было, вот мы ни в чем не нуждались, поэтому, возвращаясь опять-таки же, я извиняюсь, конечно, за проценты, то если так посчитать, то это ребята вкладывают в свое будущее. Потому что вот такие поездки, завтра будет поездка в Америку, там в день жить, проживание, там $100 стоят билеты дорогие, поэтому... Вот это все сейчас я на себе почувствовал. И Асу ни в чем не нуждался, вплоть до массажиста. Ну, вот массажист нужен, массажист. Баня самая лучшая. Там питание. Ну, чего не хватает, добавляем. И очень хорошо провели сбор. И здесь уже была подводка. Мы за 18 дней уже он приехал в Фаниль. Если раньше мы за неделю оставляли вот этот нагрузки, я за 2 недели оставил, сказал, Фаниль, делай просто свой вес, приходи и здесь потей, играйся. Приходил на тренировки, там работу делал такую полчаса, 40 минут, занимались весогонкой, подводкой. Я хотел, чтобы он вышел с энергией в бой, чтобы он не был там каким-то там потухшим или безжизненным, безэнергичным. Я очень хотел, чтобы он сделал подарок своей семье. Его дочке 5 месяцев исполнилось, поэтому он через дорогу живет. У меня был момент такой, когда у нас получилось так, что мы потерпели поражение от узбека. И тот день для меня был такой еще зима, такой снег. Я иду, Фаниль домой идет через дорогу, я его провожаю. Там на скамейке стоим, чуть ли не плачем. Я не хотел больше вот этого всего, понимаете. Я это все запоминал, у меня это в памяти откладывается. И я в первую очередь виню всегда себя. Что я сделал неправильно в подготовке, что мы сделали неправильно. Там кто-то там что-то там сказал, сделал, этот план работы поставил. Это винить никого не надо. В первую очередь, я его обнял, говорю, Фаниль, это мы виноваты сами. И ты, и я, и все, кто причастны. Поэтому мы сделаем выводы. И я ему сказал, вот сейчас я говорю это, Фаниль это знает. Я ему сказал, Фаниль, ты еще не провел свои главные бои в жизни.
кто тебя списывает, он очень сильно ошибается. Самые твои главные бои и главные победы еще впереди. Я он на самом деле в меня поверил, Фаниль, как я в него поверил. Бауыржан то же самое ему говорит. Если бы они бы не верили бы, они бы не отправили бы ни в Осетию, ни все это бы не сделали. Ну, просто бой получился, да. Но они сделали все причины. Вот. Лично Бауыржан посодействовал этому. И мы вот это все организовали, все сделали, подвелись. Он там пожил в академии вольной борьбы, с олимпийскими чемпионами потренировался, с пацанами, с хорошими бойцами потренировался. У меня дома пожили они тоже. Кухню попробовали, как обычно. Ну, Асу-то уже там свой, Асу все уже там знают. Там он третий раз уже приезжает. Поэтому есть место у нас. Я не говорю, что это вот я там живу, туда надо ехать. Нет, пацанам нравится. Я всегда говорю, если нравится, вот и Бауыржан там был, если нравится, почему бы и нет? Если результат тоже говорит сам за себя, можно ездить в Осетию, готовиться. Тем более бои там развиваются. Там клубы, ММА очень много. Сейчас 18 клубов стало в Осетии. Ну, конечно же, Дагестан, очень хорошее место, Таиланд. Ну, это уже будем сами вот посмотреть, какие цели у нас, куда готовиться. Поэтому на сегодняшний день пока что вот насчет Фаниля мы реализовали то, что говорили. Пока что первый бой мы прошли хорошего соперника. Кстати, Нариману тоже большое спасибо за такой хороший красочный бой. Это был там нормальный бой, конкурентный. Он тоже показал, на что способен на сегодняшний день. Тоже у нас были чуть проблемы. Там 300 грамм, вы знаете, там он тоже согласился, да, команда согласилась. Поэтому, соперники, это спорт. Там над кем-то смеяться, там мы то сделали, это сделали. Они там что-то говорили, а мы им это доказали. Это мы не профессионалы, мы люди в первую очередь. Я пожал руку и тренеру, и ему. И надеюсь, что у них все будет хорошо, они будут готовиться, и они выйдут на тот же уровень, который у них был. А мы идем дальше. У нас сейчас дальше другие планы. Устные договоренности какие-то были по поводу соперников следующих. И мы будем смотреть, развиваться. Фаниль заслужил. Он первый в зал приходит. Утром тренируется, вечером тренируется. Поэтому я думаю, все заслуженно, все по делу. Очень хороший для нас, для нашей команды тоже очень хорошая победа, значимая. Пацаны воодушевились, пацаны поняли, что они могут, потому что они с Фанилем работают в зале. Они говорят, вот мне Тима недавно говорит, вот я с Фанилем работаю, я тоже могу у него там, примерно как бы с ним на равных, там иногда там боремся, там в спарринг бывает там. Значит, конечно, ты можешь, Тима, ты можешь очень много. Там другие ребята. Сейчас Казбек пришел, Казбек тоже начал, вообще тренируется, он молодец, очень хорошо, шикарно, каждый день ходит, не пропускает. Тоже дал нам надежду на то, что он вернется. Это тоже был хороший бой у них с Жубанышем. Поэтому, если даже не с ним, если даже какой-то другой, Казбек тоже интересен публике, интересен Найзе, интересен нам. Плюс еще сам у себя на выходе будет петь. Сам у себя вообще будет. У него, я вам скажу, если после весогонки он не сможет сам петь, у него голос проседает, потом сразу сказал он, что сам, говорит, я петь не буду. Но только если свежие, перепелиные яйца будут, вот прям сразу вытащили, которые теплые, вот такие только. Тогда он только может спеть. Все под фанеру. Да. Баурка, оценка. Фаниля? 9, я думаю. Я говорю Гамлет, а ты Фаниля. Я говорю Фаниля. Фаниля. Фаниля 9 из 10. Вот он в своей лучшей форме. Я считаю, я на каждом его бою и в Алмате, и в Москве я был. Я считаю, сейчас он вышел прям в топ. Есть еще над чем работать. Там ручки, ладно, я считаю, Фанилю 10, да. Фанилю 9 я 10 даю. 10 хотя бы, да, Фанилю? Нет. 9 баллов Фанилю я даю. Он молодец. Хороший бой, хорошо заряжен был. Именно план на бой, план вообще на весь тренировочный процесс, на подготовку, подгонку. То, что дал Эдуард ему, и вот правильно его отстоял. Сказал, что вот план я вижу на Фаниле вот такой. Мы сможем выиграть Абасова. Нам нужно отправить его на сборы. После сборов, то есть мы детально каждый день расписывали Фаниле. Как он будет тренироваться, где будет, кто спарринг-партнеры, что он будет кушать, где он будет жить, где будет, его семья.
как раз и семьи не было, никто не будет отвлекать, то есть он только будет заниматься потом, когда вот эти нагрузки, когда мы будем прекращать до боя. И в этом бою я увидел отдохнувшего Фаниля, такого заряженного. Он легко отработал все 5 раундов, и я вот думаю, что вот, как Эдуард сказал, сейчас его время, вот его еще хорошие, яркие, красочные и такие заряженные бои только впереди. То есть мы сели, правильный настрой главного тренера, правильная подводка, и там вера в него, и организованная работа, вся вообще работа тренерского штаба, вплоть до там момента, как мы до весогонки, во время, после весогонки, в раздевалке, кто секундирует, кто когда выходит, вот эта четко налаженная работа и правильное секундирование, вот эта поддержка, вера. Все показали, что мы в него верим, и что ты вообще лучше. И все сыграло его роль. И вот это, то есть не передать словами, до сих пор под эмоциями, под впечатлениями. И прям он так порадовал, обрадовал, что мы сами гордились. И я вот, как будто сам вышел, как бы сам выиграл, и он подарил столько эмоций, надежду, и как бы Дартим флаг поднял, он замкнул эти победы там. Гамлет, Али, и теперь я, Всевышнего, я думаю, теперь дай Фаниль выиграть. Это вообще просто бомба была. Нам нужна была эта победа, нам нужно было так громко, ярко выйти и вот уйти с этой арены, чтобы Фаниль теперь с поясом через дорогу прошел. Дождь, не дождь, снег, не снег, без разницы, чтобы зашел. Домой так радовались, как за родного, за него. Эдуард, а было у тебя такое ощущение, что вот если не проходит Фаниль Наримана, то все, надо ему завершать, например? Нет. То есть не отказались бы от него, если проиграл? Нет. Я же сказал, я же вижу его. Я не знаю, просто у меня, не на всех у меня так, не на всех спортсменов. Некоторых спортсменов я вижу, я уже понимаю, что даже если он 20 лет, ему не стоит больше тренироваться, потому что он неисправим. Но он не понимает то, что надо отдать что-то, чтобы что-то взять. Он не отдаст. Он будет вот ходить, на всех обвинять. Один он самый хороший, один он самый вот такой. И в итоге время пройдет, и ты на него нервы потратишь. И сам он тоже не будет понимать, почему у него нет боев, почему не платят зарплату, почему не дают экипировку, почему на сбор не отправляют, почему. А тот, который пацан, он сам... Вот Фаниль первый раз на сборы поехал. Вот ему 30 лет, он первый раз на сборы. Ни разу не сказал, почему на сборы меня не везут, почему мне зарплату не какую-то там сверхъестественную не платят, почему мне экипировку, я же тоже топовый. Никогда не сказал. Приходит на тренировки за 40 минут минимум. Тренируется, иногда в зале остается, спит, вечером остается на тренировках. И почему должен, если он проиграет, с ним перестать работать? Нет. Следующий бой выиграет. Следующий проиграет, тоже буду работать. Потому что я же вижу, он такой. Он один из тех, которые хотят. Один из тех, которых момент по-любому настанет. У каждого свой момент. Поэтому, вот, кстати, Казбек тоже такой. Казбек, его можно сбить чуть-чуть. Этот Фаниль более сфокусирован. Казбека может раз, туда-сюда, он раз, и может... Спеть где-нибудь. Ему может показаться, что неделю его не будет. В шоу-бизнес удерживать. А он может на полгода потеряться. Я говорю, Казбек, уже 2-3 месяца прошло, ты знаешь? Да. Я говорю, да. Вот так время летит. Поэтому он тоже чемпион. Фаниль тоже чемпион. Шавкат, Асу, это само собой, они чемпионские, вот это у них задатки, вот эти, которые они по-любому их должны реализовать, они реализуют, потому что они изначально зашли туда, зная то, что там не будет легкой прогулки, потому что с каждым боем, с каждым вызовом эти противостояния, они все тяжелее и тяжелее и тяжелее, и Фаниль, зная то, что у него такой тяжелый соперник, зная то, что соперник один из самых сильных легковесов в СНГ, я считаю его одним из самых сильных легковесов в СНГ, он вышел и провел бой, не думая об этом. Он провел бой, как с обычным, я ему говорю, это обычный спарринг. Обычный спарринг, ты готов, ты не устанешь, мы рядом, просто не спеши.
Так и получилось. Он начал. И он, вот заметили, он от первой минуты до последней он в одном темпе был. То есть у него не было. Вы же специалист хороший, Миша. Вы сколько боев видели? Больше меня намного. Вы из разных спортсменов. Начинают хорошо, начинают за здравие, заканчивают за упокой. Это как раз фишка Наримана, что он повышает темп, там, разрывает его чуть, и поэтому все дышат ко второму. Да. И вот Фаниль как начал с процентным соотношением, конец, он бы еще 5 раундов смог, я вам говорю. Фаниль бы еще 5 раундов бы смог побиться. Не на таком высоком уровне, ну, на хороших скоростях он мог еще побиться, потому что он был... Я ему говорю, нам надо быть на 5 голов выше, на 3-4 головы выше него в этом бою. Зависит от нашей подготовки. Какой бы спортсмен сильно не был, если он не готов, то не реализует, то голова будет знать, тело не будет слушаться. Я же говорю, когда человек готов, он просто свое тело выносит, клетка закрывается, дальше уже автомат-коробка, если он готов. Если он не готов, он начинает третье, начинает, не получается, понимаете. Но Нариман был готов, но мы были готовы лучше, понимаете. Я не говорю, что он был не готов. Он был готов, он готовился, все. Но в его подготовке тоже, конечно, есть определенные дыры. Я их видел. Просто я их не хочу говорить. Зачем? У него тоже профессиональные тренера. Это мое мнение. Конечно же, есть какие-то медицинские, научные какие-то факторы, которые влияют на тех или иных спортсменов, которые я, к примеру, знаю, да, и которые я, к примеру, изучаю. Но если они решили сделать так, значит, у них тоже свой план есть, да. И они были тоже готовы, они хорошо сделали вес, вышли. Он тоже не прям так, чтобы устал, такого не было. Просто в этот вечер мы были лучше готовы, подготовлены именно, чем они. И много факторов повлияло, в которую вылилась эта победа. На ваш вопрос, не дай Аллах, проиграл бы, также работал бы я с ним. Также, потому что он не ушел бы со спорта, он бы тренировался бы. Что там? Я ему говорю, тебе 30 лет. Кто-то говорит, тебе уже пора завершать. Тебе пора делать какие-то громкие бои, зарабатывать деньги. 30 лет что такое? 30 лет это вообще не возраст. Тем более для Фаниля, для которого есть очень много нереализованных целей, мечт, всего того, что он в голове он всегда ложится вечером, он мечтает попасть в UFC, к примеру. Он мечтает попасть в Bellator, в One FC, там хорошие организации, в Brave там блеснуть. Сейчас хорошая возможность есть. Возможно, мы увидим его в какой-нибудь организации. Я бы хотел тоже посмотреть на международном уровне. Поэтому Фаниль молодец. Вся команда молодцы. Все те люди, которые причастны к его победе. Она собралась по крупицам, она ни от одного человека не зависела. Есть много соучастных людей к этому, поэтому всех соучастных и всех, кто верил, и все, кто делали вид, кто делали, что верят, тоже мы знаем, поэтому всем спасибо. Я написал в своем инстаграме всем, кто верил, рахмет, всем, кто не верил, тоже спасибо, потому что без этих людей тоже тяжело. Все верят, тоже трудно. Должны быть, которые не верят тоже, чтобы они нас тоже... Мы тоже не расслаблялись там, в каких-то моментах, знаете. Выходить уверенно на бои тоже. Вот я с Ван Дамом я уверенно вышел, к примеру, да. Хоть какой у меня опыт, уже 40 лет уже, да. Я с Ван Дамом уверенно вышел и посмотрю потом потихоньку по бою, что-то не то. И с другой стороны, хорошо, что этот бой случился. Все же, он по-другому вообще будет тренироваться. Все уже, вообще, он, в принципе... Тренировки у нас такие же, но чуть-чуть сейчас. В следующем бою другого Ван Дамма вы увидите, я вам обещаю. Жан-Клода вы увидите уже, да. И Сталлоне еще. Окей. Давайте теперь про Асуала Мабаева. Кстати, показывает сейчас Баурка, что время, потому что у него спонсоры же... Вот генеральный директор работает. Вот мой спонсор Найза вода. Все вот это правильно. Когда выйдет уже эта вода, когда в магазине ее купим. Баурка, давай за здоровье. Кому-то не повезло выпить Найзу, а мы ее бесплатно пьем без магазина. Сейчас она выльется, до горла наливают. Да, это всегда очень осторожно. Много. Да, просто, мы сейчас уже будем близко к окончанию, но у нас еще 2 вопроса важных. 3. Я на подкаст к тебе из этого хочу воду эту попить, с собой взять. Я всегда с собой забираю. Я знаю постоянно. Тебе платят, что ли, за нее? Ты что ее так раскачиваешь? Я с крана-то разбавляю, и она такая же становится. Реально, там до последнего миллилитра очень хорошая вода восстанавливает. Вот Фаниль на ней не гонял в последний раз, 300 грамм не сделал. Ну вы нам не дали же. Тоже правда. Вы же нам не дали. Стоит денег. У вас просили же. Стоит денег. Давайте про Асуала Мабаева поговорим. Молодец, кстати, что вот у тебя звонки со спонсорами, это круто.
Бауджан, молодец. Спасибо. Вот руководство будет смотреть, тебя похвалят. Спасибо. Давайте про Асола Мабаева, Хосе Джонсон. Кто полетит, во-первых, просто... Один раз Бауджан ездил Шавкатом, Вадим ездил, Эдуард, с визой, я так понимаю, все еще у тебя нету, да, как-то коннектов. Кто сейчас полетит из вас? Сейчас обязательно кто-то полетит из нас. Это будет, скорее всего, директор наш, Бауджан. Ну, если у него там, у тебя же есть там виза. Шеф да? полетит. Альдар Булатович полетит. Ну, скорее всего, или я, или Рустем. Кто-то из руководства полетит, да, потому что ему нужна поддержка. Какие оттуда вот новости, как он говорит, все ли в порядке, он же тоже там тебе видео какие-то отправляет? Да, все отлично, мы с ним каждый день на связи, все отлично, с Саидом на связи, все хорошо. Они уже знают, как подводиться, чтобы он был в лучшей форме. Самое главное, не без травм, не болеет. И спарринг-партнер Азат Максум тоже к нему полетел. Кстати, он хороший тоже парень. Полетел с ним, готовится, помогает. Там по антропометрии он чуть подходит, тоже высокий. Поэтому ему тоже отдельный большой рахмет. Он приезжал в зал к нам, мы с ним познакомились, там на Жандосово в зале. Он полетел, сейчас с ним готовятся. Дальше он тоже там останется, у него тоже какой-то бой может быть, он мне сказал. Поэтому хороший соперник у нас. Он, я думаю, очень хороший трамплин. Вы видели, он же в главном карде. Хоть турнир не номерной, все равно Уманбеков под нами. Ну, это о чем-то говорит. Поэтому на АСУ какие-то, наверное, наброски UFC есть. Ну и плюс, видишь, он часто выступает от боев. Да, убийца с детским лицом, там туда-сюда. Поэтому я Саиду говорю, сильно не грузите, чтобы лицо не постарело. Надо его такие нагрузки сохранить, да, чтобы его лицо было молодым. Поэтому АСУ на сегодняшний день сколько осталось? 15 июня у него бой. Осталось совсем немного. Это у них у них была нагрузочная неделя. Саид мне сказал, что на следующей неделе пару дней прихватит нагрузочных. А потом уже будет он тренироваться в таком свободном более режиме, вес придерживать. АСУ молодец. АСУ быстро. Вот бой только закончился с Фергарой. Мы недавно его обсуждали. Сейчас уже вот с Хосе Джонсоном бой. Они сейчас будут смотреть, и мы тоже смотреть его будем бои. Один бой в Ютубе есть, но еще есть в Fight Pass его бои. Мы тоже посмотрим его бои. Как раз сейчас вот об изменениях у нас тренерская сейчас установили все, что надо нам для этого. Мы будем сейчас тренерская уже смотреть бои. Купили подписку на Fight Pass. Все. Телевизор купили. Телевизор. Fight Pass тоже холодильник, там не кофе. проблема. Все есть. Поэтому АСУ, он один из тех, как Фаниль тоже. Примерно они одинаковые по пониманию того, чего они хотят. Тренируется, занимается, привязан к своей работе, к своей семье, без левых движений. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. Давай пока к тебе. После крайнего боя Шавката ему дали время отдохнуть, вообще от всего, отложить чуть спорт. Он уже вернулся на тренировки или нет? Потому что скоро разыгрывается пояс между Белалом Мухаммадом и Леоном Эдвардсом в 77 килограммов. И очевидно, что следующий претендент, условно, в пул следующих претендентов входит Шавкат как раз после этого боя. Вот когда вы его на тренировке ждете и когда, не знаю, в Америку отправите? Он уже тренируется 2 раза в день. Вот под руководством Эдуарда. И утром, и вечером есть четкий график, четкий распорядок, время прогулок, борьбы, бокса, качки, то есть массажных процедур. Он уже начал тренироваться. Когда, он первый претендент, можно так сказать, сейчас на исход боя посмотрят, наверное, там и руководство свяжутся, менеджера свяжутся. Когда Шавкат будет готов, он сам скажет. То есть эту подготовку он сейчас пройдет. Маленькая дочка, вот у него недавно дочка родилась. Затем мы так думаем, предполагаем, что август, сентябрь, может быть, октябрь, вот ближе к осени будет. Есть история такая, что либо претендентские, либо титульные дадут. Думаю, осенью. Пошло на пользу ему вот такой перерыв? Да, очень хорошо пошло на пользу. Он сейчас
восстановлен, связки. Какие-то старые болячки мы залечили. То есть залечили их временем. Не препаратами, не мазями, не какими-то процедурами, а временем. Время – это самое лучшее, что лечит не только душу, но и мышцы, и связки. Поэтому тренируется он, занимается. У нас есть история с Мадаленой. Мы можем рассмотреть этот вариант с Мадаленой. Если не сразу за титул, там с ним попробовать свои силы. А потом мы не спешим. Он тоже такой человек. Я тоже его в этом поддерживаю. То, что он не спешит. Мы посмотрим. Там есть руководство из Данова, есть менеджера, которые занимаются этим. Возможно, предложат сразу, конечно, за титул тоже. Потому что 3-я строчка – это не 5-я, не 6-я, не 10-я. Мы все это понимаем. Ну, вот эти 2 варианта, титул или же история с Мадаленой. Я вижу хороший расклад. То если мы выйдем с Мадаленой после, так скажем, небольшого простоя, восстановимся, потренируемся, войдем в кондиции, сделаем хороший бой с Мадаленой, с крепким соперником, который превзошел Бернса, однокомандника Шавката. Тоже хорошая такая история могла получиться. А потом уже на Эдвардса или на Билала Мухаммада нацелиться. В принципе, и тот нам по зубам. И того мы не знаем не первый месяц, поэтому мы их изучаем, смотрим за ними, наблюдаем, знаем их сильные стороны, слабые стороны. И мы будем готовиться к лучшей версии и того, и будем стараться обыгрывать, выигрывать. И нам нужен пояс в Казахстан. Мы хотим быть первыми, который привезет пояс, Дартим, Шавкат. И когда уже будет пояс в Казахстане, иншаллах, то остальные тоже по этой натоптанной дороге могут идти уверенно. Бойцов много в Казахстане, и уверенно уже привозить новые пояса. Давайте тогда заключительный вопрос. Ты сейчас стал главным тренером. Изначально главным тренером был Азиз. И просто вот знаешь, ты для меня человек, который прям очень хорошо шарит в борьбе, очень хорошо разбирается там в спортивной медицине, в функционалке. Вадим – это кикбоксинг. Потом тренер по боксу тоже у вас есть. Да, у нас. Но вот именно, знаешь, кого-то, кто именно ММА там связывает борьбу и ударку, я так понимаю, что сейчас нет тоже в зале. Или есть, я ошибаюсь? У нас, я отвечу на этот вопрос, у нас, да, именно отвечающего за связку этого всего нету, но у нас очень сильные спортсмены, такие как Шавкат, Асу, Фаниль, Казбек, остальные ребята. И с этим проблем вообще нету. Просто Шавкат, он до того правильные подсказки, до того правильные моменты мне говорит, что я иногда сам поражаюсь. Вы видели его в углу Фаниля? Очень большой процент он сыграл. Там, наоборот, все, видел, смеются, когда Фаниль держал Нариман за кисть, и Шавкат кричит: держи его за кисть, он ничего тебе не сделает. Ну, и он имел в виду, он типа заблокируй. Он же его... Вы имеете в виду, когда он ногу держал? Нет, кисть? у клетки, да, он кисть держал ему. У клетки кисть держал. Ну, это есть такой момент. Но он, скорее всего, там... видите, у него подсказки такие, да, тоже. Он так подсказывает, у него такой тоже говор, может, как-то неправильно поняли, там, может, ситуация какая-то была. Но я имею в виду именно как боец ММА, как профессионал, как вот человек, который может и с борьбой связки подсказать, и с ударной техникой подсказать. Такой, как он, профессионал, такой, как Асу, такой, как Фаниль. В команде очень много, и они порой сами ребят собирают, показывают им какие-то моменты. Но, конечно же, тренер по ММА нам еще подумаем, посмотрим. Тренер по ММА, который это все... Вообще, знаете, как скажу, вот необходимость в тренере по ММА, чтобы связки он делал, она, к примеру, в Киллклиффе отсутствует. Вот он там тренер по кикбоксингу, да? Тот Генри, да? И борцов они постоянно привлекают, грэплеров привлекают. Вот Саид тоже, он и из бокса, и из грэплинга. Именно тренера по ММА, именно чистого. Может, я его не видел, ты был там. Тут рассказывают, что Робби Лоулер, он, в принципе... Робби Лоулер, он ходит, но он, в принципе, так, рубака парень. Да, ну, Робби Лоулер, это как Фаниль, к примеру, да? Пару молодых есть парней, которые вот-вот карьеру закончили.
начали, вот они ММАшники, 2 тренера там есть. Ну, они как бы не яркие там, они больше подсказывают. Вот они связку делают. Генри дал задание, и они ходят, там подсказывают про переводы, подсказывают, как правильно делать у стены работу. Там пару таких молодых парней есть. Угу. Да. То есть мы смотрим, наблюдаем, если будет подходящая кандидатура, мы посмотрим на него тоже, тренера по ММА. А так пока что, я вот как главный тренер скажу, острой необходимости в этом нет. Прям острой необходимости нет. Прям связки делать, что-то делать. Ну, нормально. Работа поставлена. Муай-тай, бокс, борьба, грэпплинг, физподготовка. Мы сейчас ходим, мы же ходим, спарринги проводим с другими залами. Вот в САК-Про Тим, к примеру, тоже нет тренера по ММА. Там у них Давлет, он за все отвечает. Он сам бывший боец, боксер. Там тоже хорошие пацаны. Сейчас с Триумфом тоже хотим тоже вот чуть-чуть наладить отношения. Хочу познакомиться с тренером их главным, чтобы впоследствии мы тоже будем ездить. И по мере возможности мы будем, конечно, подключать вот такого тренера, подключать, и будет то, что вы говорите, кто-то связывать борьбу с ударкой, ударку с борьбой, с грэпплингом, и все это вместе. Пока что на сегодняшний день подготовка у нас по плану идет. Ну, я еще раз скажу, острой необходимости в этом нет. Может, сейчас многие скажут, по-любому тренер по ММА нужен. Ну, у нас же свое кино черно-белое, вы же забыли. Нам чужого цветного не надо. Пока что мы так работаем, и пока что все хорошо. Если что, Бауыржан подтянет нам. Как раз ММАшник. Надо. Как Шавката ты бросал, я видел. Видел. И сам, наверное, буду тренером. Да? Так что так. Бауыржан, оцени интервью из 10. 10. Отлично. 10. Ох, вот Я знал, что скажет. Да не 10, честно. Вот это точно не 10. Не, у него уже звонки важные намечаются. 10, Там. типа, я пошел. Да, Он пошел. Так, ну я хочу пожелать вам удачи. Спасибо Будем смотреть большое. за результатом Академии. Во-первых, Спасибо. через 4 года встретимся точно. Спасибо. В течение 4 лет. Да, ну, Через 4 года по-любому будет. Подведем итоги. Иншаллах. подведем итоги через 4 года. ну да. Действительно интересно. Вот, и Хорошо. желаю вам удачи. Все, ждем новый старт. Спасибо всем. Спасибо большое, Миш, как обычно, супер. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, вы подписывайтесь на... А также будет это по тому же Инстаграму Дартим, просто Академия ММА теперь, да? Ну, пока что это такое устное название. Это сейчас мы развиваем, это как что будет, мы сейчас уже обговаривать будем. Пока что Академия ММА это просто на словах, а именно четкое такое название, которое уже выйдет, оно будет скоро уже. В любом случае, подписывайтесь на социальные сети Дартим, подписывайтесь на социальные сети Эдуарда, на социальные сети Бауыржана. Он говорит, что даже после ролика Шавката мало было подписок, да? Нужно больше подписок. Посмотрите, как он там Шавкатом спаррингует. У него видео в закрепленных, да, у тебя? Ну? Да. Обязательно смотрите. Также подписывайтесь на все социальные сети Лиги Найза. Это и YouTube, на котором вы сейчас смотрите это видео, и TikTok, и Instagram. Не забывайте про наш сайт Найза ТВ. Там вы можете смотреть прямые трансляции всех турниров Найза, и не только их, еще и по Панкратиону там тоже турниры транслируются. Можно проголосовать за лучшего бойца месяца. Скорее всего, это будет, говорят, Фаниль Рафиков. За это получаешь хороший денежный приз. Так что встретимся в новом выпуске. Пишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть еще у нас снова. И если хотите попасть на тренировки в Дартим, забивайте где? В Гугле, да, забивайте. Или в Инстаграме, телефоне все это есть? Да, есть в Инстаграме. Да, ищите, звоните, приходите на тренировки. Может быть, вы станете одним из тех 17 профессиональных бойцов, которые будут сейчас тренироваться в Академии. Всем пока.